Здравствуйте, уважаемые телезрители. Эфир АЛЛАТО-24 продолжает программа «Еще не вечер». В студии работаю я, Вера Черникова. В Кыргызстане с прошлой недели идет спад заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19. Если на позапрошлой неделе за сутки выявлялось 1100-1200 новых случаев, на прошлой неделе 970-99 случаев. Медики считают, что в этом ключевую роль играет вакцинация. О том, как идет процесс вакцинации в нашей республике, мы поговорим с главным специалистом Республиканского центра иммунопрофилактики Азимом Кыргызбаевым. Сегодня он гость нашей студии. Здравствуйте. Итак, процесс вакцинации в нашей республике по-прежнему актуальная тема, поэтому мы вновь и вновь прослеживаем о том, сколько человек завакцинировалось, потому что мы все хотим вернуться к до коронавирусной жизни, когда у нас работали все пункты, базары. И самое главное, что наши дети учились офлайн, а не онлайн. И медики отмечают, что если 70% населения получат вакцину, то 4-я и 5-я волна будет проходить легче. Скажите, пожалуйста, вот на сегодняшний день, что вы можете сказать о том, какими темпами идет вакцинация в нашей республике? Если посмотреть вот статистику, то сейчас идет вакцинация очень хорошо по сравнению месяцам март и апрель. И это из-за того, что мы открыли больше прививочных пунктов. Допустим, в прошлой неделе было более 600 временных прививочных пунктов, а сейчас еще добавились еще более 100 временных прививочных пунктов. И надеюсь, мы уже до сентября месяца еще откроем до 1000 временных прививочных пунктов. И вот тогда вакцинация будет идти на ура. А также и желающих тоже много. Особенно из вот дальних аилов, там, из дальних сел. На сегодняшний день привито более 352 тысяч граждан первой дозой. Да? И вот за сутки вакцину получили 4469 человек. Скажите, пожалуйста, вот когда-нибудь такие показатели были за последнее время? Или действительно, вот как вы говорите, темпы вакцинации, они увеличиваются, и больше количество людей хотят получить прививку, и вот мы имеем на сегодняшний день вот такие цифры? Нет, до этого не было таких цифр. Мы уже каждым днем уже идем на рекорд. Каждому. Если посмотреть вот статистику, несмотря на то, что в воскресенье у нас по стране вот всего привито за один день 4469 человек, а если общий итог посмотреть, лидирует из областей у нас Ошская область. Там за весь период вакцинации привито 93 119 человек. А из городов лидирует город Бишкек. По городу Бишкек привито 61 674 человека. Но это тоже зависит от количества населения областей, а также и количества открытых временных прививочных пунктов. По Бишкеке и по городу Ош много торговых центров, мы там тоже открыли, и много прививочных пунктов. Ну вот вы сказали, что количество временных прививочных пунктов вы увеличили. И в то же время вы ежедневно проводите мониторинг их работы. И скажите, пожалуйста, что вы меняете вот в работе временных прививочных пунктов? Каким образом вы выбираете места, где необходимо открыть дополнительные? Вы говорили, что у вас есть возможности увеличить их до 1000. Мы сейчас стараемся, чтобы не было очередей в временных прививочных пунктах, так как очередь это и есть скученность. Там могут и заразиться, стоя в очереди. И сейчас мы смотрим на количество населения по районам. Допустим, если взять город Бишкек, там смотрим на население Октябрьского района, Первомайского района, где население больше, мы там больше прививочных пунктов открываем. И каждый день нам в центр звонят
о том, чтобы открыли еще побольше временных прививочных пунктов, мы мониторируем и делаем статистику. Где больше идет звонки, там больше открываем временных прививочных пунктов. Уважаемые телезрители, я хочу напомнить, что у нас работает телефон прямого эфира. Его номер вы видите на своих экранах. Пожалуйста, звоните к нам в студию и задавайте все интересующие вопросы. Скажите, пожалуйста, на сегодняшний день какими видами вакцины мы прививаем население и, в общем-то, какой виду вакцину отдается предпочтение? Какому виду? Сейчас у нас в стране есть 3 вида вакцин. Это Sinopharm китайского производства, Спутник Ви российского производства, и недавно к нам в страну пришла AstraZeneca, это оксфордского производства, англо-шведская. И предпочтение опять же идет на китайскую вакцину. Потом идет на Спутник Ви, и по стране сейчас привит AstraZeneca 161 человек. Как только уже привезли, это только по городу Бишкек, мы открыли временные прививочные пункты специально для AstraZeneca. Но и думаю, если еще привезем в большом количестве AstraZeneca, думаю, и AstraZeneca пойдет в лидеры, так как желающих очень много. У нас есть телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Говорите, пожалуйста. Да, здравствуйте. Вот сейчас и... Здравствуйте. Здравствуйте. Вот сейчас мы слышим, что привезли AstraZeneca. Да, ваш вопрос. Только вот Европа полностью отказывается уже, некоторые страны. Я задаю вопрос уже. Угу. Европа на время отказалась, когда случилась побочная реакция у 8 человек. Но как только ВОЗ проверила именно следственную связь побочных проявлений, опять в Европе возобновилась именно вакцинация именно AstraZeneca. Если дать статистику по всему миру, сколько человек привито именно AstraZeneca, это больше 50 миллионов человек. Именно AstraZeneca по всему миру привита. Скажите, пожалуйста, каковы ее характеристики, чем она отличается от Спутника Ви и Sinopharm? Отличие в том, что в производстве вакцин, допустим, Sinopharm и Спутник Ви, они инактивированные, а Спутник Ви векторная, а Sinopharm чисто инактивированная вакцина идет, а вот в AstraZeneca тут новейшая технология. Именно. А кто производитель? Производитель шведская компания, это фирма AstraZeneca, торговое название АЗД-1922. Скажите, пожалуйста, какие сейчас выявлены побочные эффекты после вакцин? Вы прослеживаете состояние тех, кто получил первую дозу, вторую дозу? У нас есть большая база, где мы вводим всех вакцинированных, а также идет мониторинг со стороны Департамента лекарственных средств и со стороны нашего центра, Республиканского центра иммунопрофилактики. Каждый раз мы обзваниваем всех вакцинированных, и сейчас среди 300 тысяч человек есть побочные реакции, именно ожидаемые побочные реакции. Это повышение температуры тела, ломота, миалгия, то есть гриппоподобный симптом. И это у 500 человек уже зафиксировано, официально в базе стоят они. А также у нас разработана программа «Один-Сол», где каждый вакцинированный может отмечать свое состояние. На сегодняшний день коронавирусом заразились 11 медицинских работников. Мы говорим о том, что у нас названы специальности, которые, в общем-то, в обязательном порядке должны пройти вакцинацию. И на прошлой неделе республиканский штаб заявил о том, что назовет еще несколько профессий, которые, в принципе, рекомендовано в обязательном порядке пройти вакцинацию. Вот интересно, какие это профессии?
Сейчас над этим у нас работают специалисты, именно смотрят на труд человека, взаимодействует ли определенная профессия с населением. И позже пресс-служба Министерства здравоохранения даст полный список. Какой эффект получил, вернее, онлайн-запись на вакцинацию? Онлайн-запись очень идет хорошо, но есть некоторые граждане, которые не могут точнее, встать на онлайн-очередь и приходят за вакцинацией и стоят в очередях. И идет, вначале был конфликт между ними. Но мы этот конфликт уже и исчерпали и сделали определенный алгоритм для тех, кто встал онлайн на очередь, и для тех, кто пришел напрямую на вакцинацию. Скажите, пожалуйста, сейчас вакцины достаточно и как она распределяется, новая вакцина по республике? Вакцины сейчас достаточно, и AstraZeneca сейчас, точнее на этой неделе мы уже отправим по всем областям, и наши специалисты смотрят на лица зараженных, а также на население областей, и в скором времени и там тоже откроем временные прививочные пункты именно для AstraZeneca. Но я думаю, что количество вопросов тому, кому можно делать вакцину, кому нельзя, она, в общем-то, спала. И люди больше узнали о всех противопоказаниях, да, когда в острый период нельзя делать, при каких заболеваниях. Но люди различных профессий, как наблюдается среди них активность по получению вакцины. И много ли организаций сейчас сделали заявок для того, чтобы мобильные группы приехали к ним и провакцинировали их коллектив? Заявок очень много. Мы по всей стране задействовали 78 мобильных бригад. Именно заявки идут от тех учреждений, где сотрудники не могут выйти на улицу и провакцинироваться. Если вернуться в статистику, больше всего привито именно медицинские работники, из них врачи больше всего привиты, а также сотрудники силовых ведомств, государственные служащие 30 тысяч, и у нас пенсионеры много прививается. Уважаемые телезрители, у нас есть телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Моя сноха в феврале получила вакцинацию в России, в Москве. Приехала, а теперь заболела ковидом. Я тоже получала вакцинацию здесь, в Сукулуке. После вакцинации, я думала, не будем болеть, а оказывается, заболели, а причина... Спасибо. После вакцинации, да, люди могут заболеть, но течение болезни будет идти в легкой форме. Все вакцины, производимые в режиме ЧС, по рекомендации ВОЗ, они нацелены на снижение смертности, на снижение тяжелых случаев, а также для разгрузки здравоохранения. Эти противоковидные вакцины не для профилактики, а для снижения смертности и снижения тяжелых случаев. Поэтому люди могут заболеть, но течение болезни будет идти именно в легкой форме. Мы часто говорим о том, что есть бессимптомные больные. Как это понять? И как себя чувствует человек, который, в общем-то, не испытывает ни температуры, ни кашля, ни боли в горле? Бессимптомники, они ничего не чувствуют, их могут обнаружить случайно, если они куда-то выезжают и ПЦР-тест сдают. А так их трудно обнаружить именно этих бессимптомников. И у бессимптомников вирусемия, точнее наслоение вирусов в организме у этого бессимптомника очень мало. И после контакта с бессимптомниками некоторые граждане даже и могут и не заболеть.
У нас есть еще один телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Я жительница Бишкека, хотела поехать в Канаду, но мой сын сказал, кыргызская вакцина здесь не принимается, в аэропорту тебя не пропустят. Как мне быть? Насчет выезда, по всему миру уже признали вакцину Sinopharm, а также AstraZeneca. Вы можете от одного из них выбрать и получить вакцину, а также получить сертификат для выезда, именно для выезда за границу в 3 языках, на кыргызском, на русском и на английском языке, на сайте vc.emet.gov. И вы можете без проблем поехать в Канаду и в другие страны. Скажите, пожалуйста, но чтобы поехать в Канаду, нужно получить 2 дозы вакцины или достаточно одной? Если там запланирована, допустим, какая-то вот работа или прохождение медицинских процедур, то вы можете получить 1 дозу. Но это идет, точнее, на это нужно разрешение с посольства определенной страны. У нас был такой случай, что гражданин летел во Францию на работу, и посольство Франции разрешило, чтобы он мог получить 1 дозу только. У нас есть еще один телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Говорите, пожалуйста. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Мен мындай суроо берейин дедим эле. Менин неберем 19 жашта. Вакцина алайын деди эле да, анан таттууга, анан кычкылга аллергиясы бар. Вакцина алса болобу же болбойбу? Рахмат. Саламатсызбы, вакцина ала берсе болот. Жанагындай ушундай таттууга, кычкылга болобу же чаңга же дагы бир башка нерселерге болобу вакцина ала берсе болот. Бирок эгер аллергиясы кандайдыр бир препараттарга болсо же ошол вакцинанын компонентиндеги препараттарга болсо, анда вакцина алууга тыюу салынат. Скажите, пожалуйста, вот человек получает 1 дозу, через сколько дней необходимо получить 2? И кто контролирует получение 2 дозы? Сам человек или ему позвонят из пункта? Спутник Ви и Sinopharm после 1 дозы нужно прививаться через 21 день. А AstraZeneca через 28, через 30 дней можно прививаться. И у нас есть специалисты, некоторые специалисты, которые вот именно по истечении срока зовут на вакцинацию. Но вакцинированных очень много, поэтому лучше и наши специалисты не успевают, и поэтому лучше самим тоже контролировать именно интервал между дозами. Скажите, пожалуйста, если человек пропустил получение 2 дозы, ему заново нужно проходить весь процесс вакцинации, или все-таки он может получить 2 дозу и у него начнут вырабатываться антитела? Нет, заново не обязательно. Этот человек может получить 2 дозу, даже если пропустил больше срока. Ну вот был вопрос о том, кому можно выехать за рубеж. Мы знаем о том, что более 20 стран признали вакцины. Какие это страны? Это страны СНГ, страны Европы, а также Китайская Народная Республика и Америка. Из Америки некоторые штаты. Но сейчас Россия изменила, процедуру въезда на территорию своей страны. Расскажите, пожалуйста, каким образом можно въехать на территорию Российской Федерации? Наши граждане могут въехать на Российскую Федерацию, они должны пройти ПЦР-тест исследования, а также, если человек до этого не прививался, то должен прививаться именно спутником Ви. Ну и получить обязательно QR-код, о том, что он привился. Каким образом это можно сделать? Этот QR-код вы можете получить именно, каждый гражданин может его сам скачать. Нужно зайти именно в электронный портал vc.emet.gov, а также, если хотите
с фотографией, то вы можете зайти на электронный портал госуслуг tuндук.kg, и там есть раздел здравоохранения, и внутри этого раздела есть сертификат для граждан КР. Но все-таки возникает вопрос. Сейчас мы выезжаем в другую страну, имея на руках отрицательный ПЦР-тест, или все-таки есть страны, которые не пропустят без того, если у человека нет вакцины? Некоторые страны Европы именно запрашивают именно вот сертификат о вакцинации. Они не смотрят на ПЦР-тест, а смотрят именно на сертификат. Поэтому лучше обезопасить себя и получить вакцину и пройти этот тест, ПЦР-тест. В Кыргызстане планируют вакцинировать 70% населения. Скажите, пожалуйста, к какому периоду? 70% населения мы должны закончить до сентября-октября месяца. Поэтому сейчас мы каждым днем уже увеличиваем временные прививочные пункты. Сейчас мы говорим о том, что у нас в стране третья волна коронавируса. Но если мы вакцинируем 70% населения, то четвертая и пятая волна будет проходить легче. Скажите, пожалуйста, вот как определяется начало каждой новой волны? Это по количеству заболевших? И это и по количеству заболевших есть определенное математическое моделирование именно заболевших, то есть это эпидемиологическая формула, туда вводится число заразившихся и число вакцинированных, число умерших, и тем самым идет модель, математическая модель, и наши эпидемиологи дают прогноз. Действительно ли те, кто получил вакцину, они переносят COVID-19 легче? Да, это так. Даже многие провакцинированные даже не замечают, что они заражены или даже переболели. Скажите, пожалуйста, к какому времени количество пунктов по вакцинации будет увеличено? Мы уже в полную силу уже стараемся к концу сентября уже увеличить до 1700 временных прививочных пунктов. Но это будет зависеть от количества поступивших нам в страну вакцин. Ну а вот как сохраняется режим именно сохранения вакцины при том, когда пункты вакцинации открываются вне ЦСМ, а, например, в торговых центрах или на площадях, или тем более при мобильных бригадах? Мобильные бригады, торговые центры, прививочных пунктов в торговых центрах, они оснащены специальным оборудованием, специальной термосумкой, где придерживается температура от +2 до +8 градусов. И эти термосумки, они сертифицированы Всемирной организацией здравоохранения, и они могут держать температуру более 3 суток. У нас есть еще один телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, у меня такой вопрос. Вот сделали первый компонент прививки. И до следующего компонента 21 день. И человек, допустим, заболел коронавирусной инфекцией. Возможно. А возможно, это была как бы простуда. То как второй компонент, через сколько времени можно сделать? И надо ли его делать по истечении определенного времени? Если человек заболел именно коронавирусом или ОРВИ, то после полного клинического выздоровления то должен получить вторую дозу. То есть это не запрещается. Это не запрещается. Единственное, нельзя делать вторую дозу в острый период, да? Да. Но если, в общем-то, все симптомы сошли на нет, то вторую дозу можно получить безболезненно. Да. Большое вам спасибо, что вы пришли к нам в студию, ответили на мои вопросы, на вопросы наших телезрителей. Уважаемые друзья, я напоминаю, что мы беседовали с главным специалистом Республиканского центра иммунопрофилактики Азимом Кыргызбаевым. Оставайтесь на Лото 24. Всего доброго.